Здравствуйте, я Тутупчичина Михайловна, заместитель министра труда и социальной политики. Отвечаю на ваши вопросы. По Республике Тыва у нас действует субсидии по теплоснабжению. Это отопление, твердый уголь, твердое топливо, это уголь, и дрова, и холодная вода, канализация, вывоз мусора и оплата по жилья. Основной процент приходится на теплоснабжение, то есть по отоплению. Это 53% населения у нас тратит субсидии ЖКУ на отопление. Это семьи, которые имеют доход ниже прожиточного минимума. Если семья, которая тратит со своего дохода свыше 22%, то эти семьи имеют право на компенсацию по субсидии по ЖКУ. Обязательно при получении субсидии нужно быть собственником квартиры или иметь постоянную прописку. Необходимо сдать документы, это, естественно, удостоверяющий документ, паспорт с пропиской необходимо, то, что он собственник жилья, и то, что он имеет обязательно постоянную прописку, затем справку о доходах, то есть это НДФЛ, и справку на детей. Если имеются дети, то надо обязательно подтверждающие документы на детей. Установлен на одного человека, такого нет. У всех, у каждого гражданина или у каждой семьи обязательно индивидуальный расчет оплаты ЖКУ. Это обязательно, но в среднем у нас в республике получается это от 800 до 1500 рублей. Обязательно зависит, конечно, от площади дома или от квартиры, в которой живут граждане. Ежемесячно, в течение 6 месяцев. Есть постановление Республики Тыва с 1 августа по теплу и по твердому углю. Мы в последнее время сделали это на прямое перечисление на лицевые счета энергоресурсников. Я считаю, что это очень удобно нашим гражданам. В муниципальных образованиях это управление труда и социальной защиты в каждом муниципалитете, а в городе Кызыле это социальный департамент города Кызыла. В данное время 15 292 тысячи получает субсидий по ЖКУ.